Добрый вечер. В студии Надежда Саханская. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». На этих выходных стало известно, что старший преподаватель Северо-Восточного федерального университета, а также по совместительству и наш коллега Дмитрий Жирков стал победителем всероссийского конкурса «Знания. Лектор» в Москве. Отбор проходил долго и трудно, тем более, что за выход в финал соревновались свыше 1500 участников. Так вот, о триумфе на всероссийском конкурсе мы сегодня и поговорим с нашим гостем. Дмитрий Дмитриевич, добрый вечер. Добрый вечер. Позвольте поздравить вас с победой. Я не ошиблась, да? Вот 1500 участников было. Но это ваши слова, основываясь на сюжете, который нам прислали из Москвы. Вот как проходил отбор? Благодарю. На самом-то деле было не 1500, а 20 тысяч. Вот. Такой действительно большой конкурс. И это действительно очень непростое испытание, хотя бы даже потому, насколько сложным был этот отбор. Потому что 20 тысяч человек со всех регионов нашей необъятной страны, самых разных профессий, призваний, интересов боролись за звание лучшего лектора страны. И действительно, этот отбор был грандиозным. Нужно было отправить свои портфолио, которые раскрывали человека как просветителя, способного открыто и бескорыстно делиться своими знаниями. Вместе с тем это была видеовизитка и, самое главное, лекционный формат. Да? Лекция 1, лекция 2, потом 3, потом 5, еще одна специальная для регионального этапа перед экспертами, перед жюри, перед федеральными составом. И это действительно очень долгий путь, длиной в 9 месяцев. Что касается основных вот этих этапов, здесь вы абсолютно правы. Действительно, в сентябре нас осталось 1500, в октябре 900, в ноябре 700, в декабре 500, и вот до финала добрались 140 человек. И мы там как раз-таки и боролись со своей победной вот этой вот лекцией, финальной лекцией, уже вживую и непосредственно в Москве, в Национальном центре России. Ну, у вас была работа, связанная каким-то образом с креативными индустриями. Да, совершенно верно. Моя победная лекция была посвящена креативным индустриям в образовании. Я рассказывал о возможностях интеграции и синтеза технологий и достижений креативных индустрий в литературном образовании. Рассказывать про медиа, кино, театр, про то, каким образом они сегодня могут реализовываться в контексте цифровизации культуры с применением технологий артизации, инновационной технологии. И действительно, эта лекция принесла вот эту долгожданную мне победу, произвела большой фурор, и очень много было лестных отзывов, и очень много реплик, комментариев, разговоров потом за кулисами. Особенно для нас это актуально, потому что Якутия все-таки самый креативный регион нашей страны. Да, без креатива сейчас никуда. Награда у вас есть. Да, есть награда. Вот так она выглядит. Это действительно такая весомая, серьезная вещь. Выполнена она из черного мрамора и символизирует стойкость, знание, с которым просветитель, лектор делится с публикой, делится, разумеется, в том числе с целью не только донести знания, не только приобщить к чему-то, но, быть может, повести за собой, заинтересовать, увлечь и, быть может, даже приобщить к важным ценностям. Наверное, это все-таки главная цель. Вот просто я сейчас подумала, что вы сказали, из мрамора сделана статуэтка, а есть же выражение «гранит науки». О, да, действительно, и эта игра слов, она здесь тоже применима, потому что Российское общество знания — это действительно гранит науки. Оно было создано в 1947 году после Великой Отечественной войны, и цель была очень благородная, как раз-таки сохранить историческую правду, не позволить ее исковеркать, переписать. И благодаря инициативе Владимира Владимировича Путина Российское общество знания вот как раз-таки в 2020-е годы было еще раз возобновлено, и вот уже 4-й год реализуется вот этот большой конкурс на поиски лучших лекторов страны. И мне действительно очень приятно, что удалось из далекого региона, из Дальнего Востока
не просто победить, но и громко заявить о себе на всю страну. Ну, ведь это здорово. Прежде чем продолжим нашу с вами беседу, давайте напомним нашим зрителям, что работаем мы в прямом эфире, и задать вопросы гостю нашей программы можно по телефону 42 14 39 или же по номеру горячей линии в мессенджере Telegram 914 235 0502. Ну вот, кстати, если говорить о интересных лекциях, я же ведь тоже вспоминаю ваши занятия. Это были и лекции по авторскому праву, и по истории рекламы, и про разработку даже личного бренда у нас были какие-то занятия. Какие предметы вы преподаете сейчас? Основные мои предметы, конечно, фундаментальные литературоведческие дисциплины по истории русской литературы, по основам филологии, курс основной литературоведения, разумеется. Но вместе с тем я специализируюсь также на прикладных филологических дисциплинах, а это как раз-таки технологии создания и редактирования креативного текста, основы научного проектирования и многие другие дисциплины, которые предполагают применение вот этих фундаментальных филологических навыков в профессиональной практической деятельности. Лекции мои, коих за эти 9 месяцев действительно оказалось великое множество, охватывали разнообразные темы, начиная от умений выступать перед публикой и как раз-таки создавать креативный контент, до разговоров о высоком призвании филологии, русского языка, русской литературы. И я думаю, что сегодня об этом нужно и важно говорить. Скорее всего, потому что на церемонии награждения советница президента Елена Ямпольская заявила, что собрались финалисты и победители, у которых совершенно лекции не пресные и не сухие, и люди покидают эти мероприятия настолько же переполненные не сколько интеллектуально, но и эмоционально, как, скажем, они уходят со спектакля. А вот в чем заключается секрет? Как же получается так, что студенты слушают вас настолько завороженно, затаив дыхание? На самом-то деле секретный ингредиент, он, как говорится, не существует, хотя на самом-то деле предполагается. Если пытаться составить вот этот рецепт успешного выступления, то действительно он строится из самых разных компонентов. Прежде всего, это, конечно же, фундаментальное научное знание, которое положено в основу любой лекции. То есть мы должны доносить до публики абсолютно достоверные, объективные истины. Во-вторых, это, конечно же, живые педагогические практики, потому что лично я специализируюсь на методике преподавания литературы и во многом рассказывал о том, как можно заинтересовать литературой, какие можно креативные создавать проекты, посвященные словесности. И в-третьих, никто не отменял, наверное, искусство харизмы, которое, как говорится, либо оно есть, либо его нет. Каждый лектор получил по 250 тысяч рублей в рамках награды на продвижение своего собственного проекта. Что у вас будет за проект? Я планирую потратить эти 250 тысяч на развитие того контента, который создаю вместе со студентами. На заре 2024 года, прошлого года, я пробовал подаваться на грантовые конкурсы, и под занавес этого года, в преддверии наступления новогодних праздников, так уж получилось, я выиграл очередной грант Росмолодежи и в Северо-Восточном федеральном университете открыл арт-резиденцию креативных коммуникаторов. Это специальное место, где студенты могут отдыхать, там присутствует и рабочее пространство, и мягкая мебель, и большой экран, и вместе с тем погружаться в это креативное трансмедийное творчество, создавать контент, который был бы интересен самой молодежи. Я думаю, что сегодня это очень важно, соблюдать принцип для молодежи от молодежи. Если мы хотим заинтересовать молодежь, пусть о ней поговорит эта самая молодежь. Поэтому, наверное, эти 250 тысяч я буду расходовать именно на развитие своей арт-резиденции, которая открылась как такой флагманский студенческий центр обучения креативным коммуникациям. И я думаю, что у нас все впереди. А про научпоп думали? Это когда в такой доступной форме для всех говорят о каких-то сложных вещах? Совершенно верно. Наверное, это наш текущий актуальный проект. 26 февраля, уже совершенно скоро,
В культурном центре «Сергеляхские огни» мы вместе с нашими резидентами поставим большое театрализованное шоу. Оно называется «Наука как искусство в Якутии». Это как раз-таки про технологии артизации. Это как раз-таки про синтез науки и искусства, то есть креативных индустрий. Мы будем пытаться доносить с публики, со сцены для публики истинные научные, когда молодые ученые выступают не сухим академическим языком, и, быть может, даже не в формате стендапа или через юмор, а именно в театрализованной форме, через использование некоторых творческих, креативных форм донесения этого материала. И мы думаем, что у нас действительно грандиозные планы, дай бог они реализуются, молодые ученые будут рассказывать про свои разработки, которые они ведут, и они будут представлять разные научные организации нашей республики. Мы планируем собрать в зрительном зале не менее 500-600 человек для того, чтобы школьники, студенты приобщились к молодой науке Якутии. Это вход будет свободный или надо регистрироваться через точку кипения? Вход будет абсолютно свободный, мы будем открыты, и, конечно, пользуясь случаями, вас приглашаем приобщиться, прийти, посмотреть. Я думаю, что это будет действительно интересно, когда и этот самый лекционный формат тоже может работать вот в такой неожиданной трактовке. Но это ведь не первая награда в вашей копилке. Вы же еще в 2023 году стали лауреатом премии «Патриот» в номинации «Сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Вот с чем выступали там? Сама премия национальная, она присуждается именно за существенный вклад в патриотическое воспитание молодежи. И я на суд комиссии представил опыт последних лет, все то, что я реализую. И действительно мы в свое время создавали, опять же при поддержке гранта Росмолодежи, литературный блок под названием «Взгляд в книгу». Это литературный блок, в рамках которого мы выпускали и специальные ролики о культуре, об искусстве, в том числе о как раз-таки ведущих, телеведущих. У нас специальный был выпуск и о закулисье якутского театра. Мы пробовали снимать и в том числе короткометражные художественные фильмы. В последующем, за что, собственно говоря, награда и была присуждена, мы сняли достаточно большой получасовой цикл под названием «Русские писатели в Якутии». Он как раз-таки представляет собой экранизацию некоторых биографических сведений и произведений 4 писателей, которые когда-либо были в Якутии. Вот единожды или неоднократно, по зову страждущего сердца или вопреки обстоятельствам, и оставили свой след о Якутии на страницах великой литературы. Это был Бестужев-Марлинский, Чернышевский, Короленко, Бродский и Евтушенко. А вот до Чернышевского мы думаем, что обязательно доберемся в этом году. Ага, ну, есть, да, еще куда чем стремиться? заняться и куда стремиться. Ну, давайте поговорим, наверное, немножечко и о вашем профессиональном пути. Как вообще случилось так, что вы решили стать филологом? Это на самом-то деле такая, знаете, достаточно смешная история, потому что профессионально человек определяется ближе к старшим все-таки классам, когда он больше узнает о профессиях существующих, о направлениях и начинает интересоваться, увлекаться, в том числе выбирать предметы ЕГЭ. В моем случае все было совершенно просто. Здесь не было никаких озарений, прозрений. Уже в 5 классе я знал, что буду учителем русского языка и литературы. Я уже в 5 классе знал, что всю жизнь посвящу изучению русской литературы, которую обожал, зачитывался, имел какие-то энциклопедии, сборники. И все это для меня было очень естественно, очень природосообразно, что такое неразрывное, и для меня не было вот этих открытий. Поэтому в 2006 году я пришел на филфак, на русское отделение, принес 1 пакет документов без никаких копий, и даже не сомневался, либо сюда, либо никуда. Ого, как. Ну, просто этот вопрос же обычно задают преподаватели на дисциплине введения в специальность. Что сейчас отвечают ребята? Интересно, что этот вопрос я задавал нынешним первокурсникам 2 недели назад. Как раз-таки в рамках этой дисциплины пришли студенты-первокурсники, филологи. Я задавал традиционный наш вопрос, почему же все-таки филфак, почему русское отделение. И ответы всегда разнообразные, потому что они
действительно любят читать и любят именно русскую классику. Они интересуются всеми теми секретами русского языка, которые существуют, этого богатейшего просто языка. Им интересно, как это работает вообще система, как она выстроена. Разумеется, когда мы говорим о филфаке, это не только русская словесность, но это еще и медиаиндустрия, поэтому для них это возможность получить фундаментальное филологическое образование, а потом пробовать себя в том числе в средствах массовой информации, быть телеведущим, радиодиктором, быть может, даже работать в газетах печататься. Да, в печатных изданиях. И вот они совершают такой вот выбор, быть может, даже имея в качестве альтернативы направления рекламы связи с общественностью или журналистика, целенаправленно поступают на филологическое образование, потому что это фундаментальное все-таки образование, которое открывает двери в самые различные вот как раз-таки сферы применения филолога, практика. Ну вот прикладная филология, которая появилась сравнительно недавно, как ее можно оценить? Это что-то на стыке нескольких дисциплин или... Это действительно что-то на стыке дисциплин, потому что когда мы говорим именно о прикладной филологии, то мы имеем в виду, с одной стороны, действительно глубинные филологические знания, познания в области русского языка, литературы, с другой стороны, технологии, связанные с медиаиндустрией. Это как раз-таки медиакоммуникации, когда филолог может выступать в том числе медиакоммуникатором, в том числе производителем контента, в том числе пробовать себя в сценарном деле, быть может даже посмотреть в сторону киноиндустрии или даже театрального искусства, потому что там вообще везде требуется человек, умеющий работать со словом и умеющий работать делать это мастерски. Да, была же дисциплина, например, история театра. Ну, насчет сценарного дела я не помню, но, по-моему, на выбор такое предлагали. Сейчас это сохранилось? Да, действительно, у нас есть вот эта альтернатива, которая предлагает студенту выбрать самые разные дисциплины. И что еще интереснее, наш вуз уже который год участвует в большом эксперименте. И, наверное, сейчас это не просто эксперимент, а уже достаточно мощное направление, так называемый ИОТ. Это индивидуальная образовательная траектория. Когда студенты, для вас это, наверное, сейчас прозвучит удивительно, физики, химики, физкультурники, неважно какого направления, неважно какого института или факультета, могут выбирать абсолютно любую дисциплину. Поэтому, как преподаватель ИОТ и читающий курс по патриотической литературе России, в качестве моих слушателей сидят обычно не филологи, а автодорожники, физики, экономисты, и они интересуются, потому что это, им тоже интересно, им это откликается. И вот эта индивидуальная образовательная траектория как раз-таки дает возможность, во-первых, получать основное образование, профильное, специальное, с другой стороны, что-то найти по интересу, быть может, даже напрямую не связано с будущей профессией. А эта дисциплина, она идет как факультативное занятие или как обязательное и отражается потом в дипломе с оценкой? Она действительно отражается в дипломе с оценкой, она у нас есть. Как правило, она применяется на первом или втором курсе, как раз-таки позволяя студенту уже с самых начальных шагов узнать что-то большее за пределами своего родного факультета, института, что есть и другие преподаватели, есть другие институты. И эта система себя очень хорошо зарекомендовала, и очень много лестных отзывов от самих студентов, что университет заботится об их интересах, действительно, потому что можно быть медиком, но при этом обожать литературу. Да, вот там же другой совершенно склад ума. Как ребята занимаются? В этом-то как раз-таки и прелесть в том, чтобы мочь заинтересовать математика поэзией, мочь увлечь языком физика. И занятия проходят по-особенному. Это совершенно иные разговоры, это совершенно иные форматы лекций, нежели с филологами, потому что там своя приятная читающая публика. А вот здесь совершенно другой, как вы верно отметили, склад ума, который предполагает совершенно удивительные ответы, нестандартные подходы. Они готовы даже ставить медицинские диагнозы Обломову, выискивать причины совершения поступков теми или иными героями. И это действительно всегда очень креативно. И это совершенно другая сторона медали, другая оборотная сторона Луны.
которая и у самого преподавателя вызывает большой интерес, что его предмет на самом-то деле может трактоваться еще и так. Да, ведь такие умозаключения могут послужить основой для, например, статьи научной. Совершенно верно, потому что сегодня как раз-таки междисциплинарные исследования, исследования на стыке, наука, различных индустрий, как раз-таки и считаются самыми перспективными, потому что они открывают возможности расширить горизонты, сломать существующие границы и увидеть что-то оригинальное, аутентичное, совершенно другого, небывалого ракурса. И это всегда рождает что-то уникальное, завораживающее и, между прочим, всегда очень очаровательное. Хорошо, вернемся тогда к вашему карьерному пути. Вот вы в 2006 году совершенно уверенно принесли пакет документов, окончили учебное заведение. С чего начался ваш профессиональный путь? Профессиональный путь начался с того, что после завершения обучения в ВУЗе, после пятилетнего обучения филологического, я поступил на родной факультет еще раз, но уже в качестве аспиранта. Я поступил в очную аспирантуру к своему руководителю, профессору Мишлемович Мире Яковлевне. Она как раз-таки и открыла для меня мир науки, приобщила к профессии. Она, наверное, и давала вот эти самые высокие уроки на всю жизнь. И в действительности я благодарен ей за то, что она с самого начала, абсолютно безальтернативно, без никаких сомнений, всегда в меня верила. Я думаю, что и до сих пор таит надежду на то, что из меня что-то да неплохое обязательно должно получиться. Поэтому профессиональный путь начался именно с нее, с Миры Яковлевны. Ну а затем я был приглашен на кафедру русской литературы XX века, теории литературы, где меня встретили старшие коллеги, которые наставляли, в том числе мой куратор Юлия Геннадьевна, и заведующий кафедрой Анна Игоревна, и мастер высокого слова Светлана Федотовна, Лена Кенчина. Я долго могу перечислять, потому что это действительно уникальные люди, которые своим примером, высоким словом, нравственными взглядами на жизнь действительно наставляли молодого человека, учили. И все это делалось очень мягко, невзначай. То, что делается вот по принципу айсберга, вот незаметно для глазу, но они для моего профессионального восхождения по этой карьере, наверное, оставили тоже очень важный и неизгладимый след. А вы помните первую пару, которую вы провели? Первое занятие, которое я провел, да, я помню. Это была история русской литературы, это были студенты и достаточно большая группа. Их было человек 30, это были девушки, и мне было жутко неловко, а им вдвойне. Но мы как-то нашли общий язык, потому что, наверное, на этой молодежной еще тогда волне были близки друг к другу, именно как раз-таки благодаря небольшой разнице в возрасте. И действительно, первое занятие прошло со смущениями, но вот как раз-таки с расширением все-таки познания, это самое главное для нас о русской литературе, о том, что составляет фундамент и общенациональный приоритет нашей страны. Ну, ведь, наверное, в этом есть плюс, когда небольшая разница в возрасте между преподавателем и студентами, потому что вы же буквально находитесь на одной волне. Да, это точно, потому что действительно есть своя прелесть в том, чтобы учиться у профессора, у человека, который наделен высокой, невероятно высокой мудростью. И с другой стороны, своя особая прелесть есть и в том, чтобы учиться у молодого преподавателя, который, быть может, где-то понимает юмор еще молодежный, быть может, где-то еще может снизойти до каких-то привычек, чуть-чуть проспать, чуть-чуть опоздать, чуть-чуть полениться, но всегда найдет подход к тому, чтобы этот студент все-таки написал эти конспекты, чтобы он все-таки являлся на эти занятия, чтобы все-таки, пусть и непростым, но путем он дошел до этой сессии, и сдал все-таки этот экзамен, продемонстрировав все-таки то самое знание академическое, университетское, ради которого он пришел, собственно говоря, сюда. Ну вот ваша область научных интересов, если можно это так назвать, она связана в основном с творчеством Чехова. Да. Почему именно этот писатель?
Так получилось, что моя диссертация, которую я пишу, посвящена как раз-таки обучению литературе. Она посвящена креативным индустриям, технологии артизации, и очень много здесь наслоений, как раз-таки в том числе вот этого аксиологического, ценностного подхода. Но главным художественным материалом моей диссертации выступает именно творчество Чехова. Вот, собственно говоря, мы и задаемся этим большим вопросом, почему все-таки Чехов. Я думаю, что все-таки это удивительная фигура, потому что если есть солнце русской поэзии, Пушкин, которые открывают русскую классику, то есть Чехов, который этот период русской классической литературы завершает. И это вот второй конец великого начала. Действительно, Чехов, наверное, потому что он является мастером короткого жанра, потому что он величайший драматург, потому что его произведения ставятся во всех театрах мира, потому что Чехов смог произвести реформу в жанре рассказа. Дело в том, что до Чехова рассказ считался, ну, грубо говоря, окололитературным несколько жанром. Чехов же смог преодолеть эту ситуацию. Если поставить на чашу весов с одной стороны крупный роман, а с другой стороны его совершенно крошечный рассказ, то чаши весов будут равны. Равны именно по степени одаренности, равны именно по звучанию слова, равны по художественной силе. Это то, что удалось сделать Чехову. Это особенно важно — читать небольшие рассказы, обладающие глубокой нравственной силой в условиях читательского кризиса. Я думаю, что сегодня это крайне важно, когда школьники не в силах осилить крупные тексты. А вот, например, Зощенко, Тэффи, Шукшина мы можем поставить в один ряд вместе с Чеховым как мастеров короткого жанра? Ну, Тэффи — это, конечно, совершенно другая отдельная история Серебряного века. Ну а что касается Шукшина, то, наверное, он может считаться продолжателем традиций Чехова. Все-таки он один из последователей. Можно, хоть и не учился у него напрямую, но можно считать действительно учеником Чехова, который проповедует это самое короткое, но очень высокое слово. У вас никогда не было мысли, скажем, там, стать космонавтом или инженером? Вы вот, начиная со школьной скамьи, уже думали только о гуманитарных науках? Да, я действительно думал только о гуманитарных науках. И не только потому, что математика мне плохо давалась. Между прочим, в классе в своем, пусть и гуманитарном, но я учился лучше всех по биологии и по химии, между прочим. И, в принципе, альтернативно, в какой-то, наверное, другой параллельной вселенной, мог бы поступать, в том числе и на медика. Но других альтернатив все-таки для меня никогда не существовало, никогда не было сомнений. Вот что самое удивительное, никогда не было чаши весов, она была просто выброшена. Был только один путь, только одна дверь. Пофантазировать я, конечно, могу, но для меня это будет сложновато, потому что, наверное, на всю жизнь неразрывно я связан с филологией. Ну вот просто возвращаясь к Чехову, в феврале же мы отметили уже 165-летие со дня рождения Антона Павловича. Что-то будет у вас? Какие-то проекты, может быть, факультет реализует до конца учебного года? Обязательно, обязательно. Я бы даже сказал, что не просто до конца учебного года, а до конца марта. Дело в том, что наша арт-резиденция креативных коммуникаторов, в которой у меня учатся студенты педагогического института, Института зарубежной филологии и регионоведения, филфака, конечно, и даже студенты Якутского художественного училища, мы вместе с нашими резидентами в марте планируем снять вертикальные видео для платформы ВКонтакте. Это будет несколько видео, целый цикл. Дело в том, что мы приобщились к очень большому и очень интересному проекту, который называется «Родные языки Якутии». Это медиапроект Дома дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского. Мы теперь с ними дружны, и вместе вот в этом созвучном таком движении будем создавать эти видео, и в том числе одно из них уже запланировано и обязательно будет посвящено Чехову. А вообще, если говорить о молодых ученых, насколько сейчас вот активно идут в науку? Исследования показывают, что количество молодых ученых за последние годы существенно сократилось.
Но в Якутии, что удивительно, и снова наш регион всех удивляет, количество молодых ученых у нас наоборот растет и увеличивается. Это становится возможным благодаря как раз-таки государственной поддержке, благодаря инициативам, в том числе поддержке научно-образовательного фонда молодых ученых НОФМУ, в том числе благодаря грантам главы Республики Саха-Якутия, благодаря тому, что мы популяризируем науку. И сегодня самые ближайшие наши планы, как я сказал, театрализованное шоу, в нем участвуют разные молодые ученые, и не только нашего университета, но и Академии наук Республики Саха-Якутия, и ЯНЦ Якутского научного центра. И они будут рассказывать в том числе про изучение мамонтовой фауны, они будут рассказывать про дроны, которые сегодня применимы и в творчестве, и в производстве, и сегодня выполняют важную роль на территории СВО. Они будут рассказывать это с научной точки зрения, но в основу этого шоу, здесь мы не могли себе изменить, ляжет снова литературное произведение. А какое, пока сказать не можем. Приходите и увидите. Да, это будет интересно посмотреть. Вы прям заинтриговали. Это очень хорошо, что, кстати, вход свободный. Давайте перейдем к небольшому блицу. Я вас к нему не готовила, но очень хочется вас, скажем так, застать врасплох. Давайте. Назовите последнюю книгу, которую вы прочитали. Последняя книга, которую я прочитал, как ни удивительно, мне приходится читать книги чуть ли не каждый день, потому что я работаю и в школе, и в университете, и мы все время читаем какие-то произведения. Последнее произведение, которое мы читали вместе с 11 классом, это была, по-моему, рассказ «Пещера мы», хотя мне до боли знакомый, но тем не менее еще раз перечитать это замечательное произведение, вместе с классом обсудить его, какие-то посмотреть неожиданные стороны, это было очень интересно. Как преподаватель, что важнее, оценка или знание? Я думаю, что, конечно же, несомненно, знание. Оценка может быть любая. Мы с вами помним, что Пушкин был двоечник абсолютно и находился в рейтинге на 2-м месте с конца, снизу. Поэтому оценка двойка и даже тройка, которые были характерны для многих выдающихся ученых, писателей, это далеко не показатель. Главное все-таки это знание. На ваш взгляд, экранизация какого литературного произведения считается лучшей? На мой взгляд, это все-таки «Собачье сердце», советская экранизация, Бортко, где как раз-таки Евгений Евстигнеев играет этого профессора Преображенского. Это та самая экранизация, которую я обожаю и всегда ставлю в пример, когда речь заходит об экранизации литературы, потому что всегда это упрощение, всегда это приведение в какие-то элементарные формы. А вот у советских кинематографистов это получалось прекрасно. А худшее? Худшее? Наверное, все-таки это последние экранизации. Страшно подумать, но я даже не стал его смотреть. Это Евгений Онегин, который у нас по экранам недавно блистал. И я не стал смотреть, потому что хорошие мои знакомые с хорошим литературным вкусом уже посмотрели, очень плохо отозвались. А я привык доверять хорошим людям. Кто из современных авторов вам нравится? Наверное, все-таки это был бы Захар Прилепин. Быть может. Наверное, все-таки я назову еще и Дину Рубину, потому что она, опять же, еще одна наследница чеховского таланта. И из совсем таких новичков Василий Авченко мне очень понравился, который был у нас 2 года назад, который писал как раз-таки про очарованных странников на Дальнем Востоке, про писателей, которые были на Дальнем Востоке. Очаровательная книга, и остался в таком приятном ощущении после прочтения этой книги. В чем заключается ваше профессиональное кредо, или, может быть, есть у вас профессиональный девиз? Глаголом «жечь сердца людей». Наверное, эти пушкинские строки для меня где-то на первом месте и где-то вырезаны в области сердца. Слово, вначале было слово, конечно. Для меня это прежде всего, это кредо моей жизни. Дмитрий Дмитриевич, общаясь с вами, становится понятно, что вы абсолютно погруженный и влюбленный в свою профессию человек. Вы нашли себя в жизни, получается, что так. Вот выделите топ-3, за что вы любите свою профессию. Первое — возможность общаться с молодежью, потому что будущее всегда за молодежью. Молодежь, она всегда искренняя, она всегда настоящая, она не терпит фальши. Молодежь всегда тяготеет каким-то светлым образом, и мне нравится нынешняя молодежь.
И самое разное. И пусть увлеченные ТикТоком, и в этом тоже есть своя прелесть, и пусть снимающие какие-то смешные ролики, это тоже чудесно. Второе, наверное, это возможность приобщиться к русской литературе, возможность погрузиться в нее, потому что это действительно кладезь, это сокровищница мировой литературы, которую можно изучать долго-долго, и никогда этому процессу не будет конца. И третье, наверное, это все-таки знание. Знание, которое мы проповедуем, знание, которое мы декларируем, знание, символом которого является любой преподаватель, учитель, педагог. Ну и каждый раз вы для себя что-то открываете новое. Совершенно верно. Для меня это, наверное, самое важное, что я всегда учусь и не вижу в этом ничего плохого. И я думаю, что наш мозг так устроен, что он стареет именно тогда, когда перестает быть обучаемым, когда он перестает добывать знания. И поэтому я всегда охочусь за этим знанием. Я филолог, и поэтому, когда вижу новые слова, даже модные, подростковые, тут же начинаю их выискивать, их значения. И вот это сам процесс охоты за знаниями, он не менее увлекательный, чем преподнесение этого знания публике. И буквально в 2 словах, какой совет или, может быть, наставление, напутственное слово вы можете дать тем, кто хочет связать свою жизнь с литературоведением? Наверное, все-таки доверять сердцу, потому что литература — это всегда сердце. Прислушиваться к нему. И когда есть сомнения между какими-то обещаниями, которые дают одни стороны, между прелестями проживания, там, скажем, там, в прекрасных местах, это совершенно другая история. Между тем, как покинуть свою родину, уехать в какие-то далекие края, это совершенно другая история. Мне кажется, все-таки действительно слушать сердце. А сердце — это там, где дом, сердце — это там, где семья, сердце — там, где твой любимый город, родной, твоя Якутия, твоя страна. Спасибо вам большое, Дмитрий Дмитриевич, что пришли. Поздравляю вас еще раз с победой. Будем рады видеть вас еще в нашей студии. Спасибо. Я тоже очень рад. И надеюсь, что знание всегда будет с нами. Это действительно так. Ну, а на этом наша программа подошла к концу. Смотрите нас по будням в 19:15. Меня зовут Надежда Саханская. Расскажем во всем в деталях.